Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 15 декабря, среда. И это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня в нашем выпуске мы узнаем, сколько будет стоить минимальный набор для празднования Нового года. А также мы узнаем, какие интересные новогодние фотозоны подготовили фотомастерские нашего города. Посетим Кангаласский улус, наш замечательный зоопарк, и, конечно же, познакомимся с полосатым обитателем, с тигром. Ну и в прямом эфире мы узнаем, а самое главное, мы сможем сделать упаковку для подарков, чтобы все это было очень красиво, чтобы дарить их с хорошим настроением и дарить настроение своим друзьям. Ну и мы напоминаем, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, какие у вас планы на новогодние каникулы, рассказывайте, какие планы у вас на выходные, а может быть, делитесь своими лайфхаками перед новогодней суетой. Ну и, конечно же, страница в Инстаграме. Утро Якутии. Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну и предлагаем начать с рассказа о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 34-38 градусов со знаком минус. В заречной группе 36-38 ниже 0. В южных в это утро в Нерюнгре минус 37, в Алдане минус 38. В Вилюйской группе минус 41. В Нижнеленских 40-43 ниже 0. В западных минус 40, минус 44. В Колымо-Индигирской группе улусов 23-38 со знаком минус. В Янских минус 32, минус 43, на северо-западе 26-39 ниже 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 37 градусов мороза, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад. Ветер северо-западный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем 32-34 градуса мороза. Ты заметила, как уже преображается город, появляются разные украшения, конечно же, елочки, которые радуют наш глаз. Ну и чувствуется приближение с каждым днем самого главного праздника этого года и года наступающего. Этот праздник любят и взрослые, и дети. И особенно приятно не только получать, заряжаться вот этим новогодним настроением, но и самостоятельно его создавать. Мы объявили нашим телеканалам республиканский конкурс. Друзья, участвуйте в оформлении своих придомовых пространств. Мы будем оценивать по 3 номинациям: оформление подъезда, оформление частного двора и оформление многоквартирного жилого дома. Ценные призы мы разыграем в прямом эфире нашего телеканала. Заявки принимаются до 22 декабря по адресу Якутия. Утро Якутии, собака mail.ru. Ну и, друзья, 24 декабря этого года, в преддверии Нового года, мы подведем итоги. Ну, также, дорогие друзья, у нас готовы призы, которые сегодня также находятся в нашей студии. И достанутся они, конечно же, самым лучшим победителям, участникам, самым красивым подъездам, дворам частных домов, а также многоквартирных домов. Поэтому участвуйте, отправляйте до 22 декабря ваши работы на нашу электронную почту utroyakuti@mail.ru. Ну а сейчас предлагаем посмотреть очередных участников, которые прислали. Жильцы по улице Лермонтова сделали очень красивое оформление и на наш суд отправили вот такое замечательное видео. Очень красиво, смотреть, там еще и камин. Действительно, очень уютно заходишь в подъезд и понимаешь, что ты уже дома. Вчера, да, у нас было украшение частного двора, это уже подъезд многоквартирного дома. Поэтому, если ваш подъезд, дом также красиво украшен, отправляйте ваши работы к нам. Ну, а как выбрать елочку? Я думаю, тоже актуальный вопрос для тех, кто еще елку не поставил. Мы предлагаем посмотреть в следующем сюжете. Нам поможет в этом наша коллега Катерина Винокурова.
Безусловно, символ Нового года – это елка. Ее выбор очень увлекателен, но в то же время ответственен. Если вы решили поставить у себя дома искусственное дерево, то вам необходимо перед покупкой воспользоваться несколькими рекомендациями, которые нам сегодня даст консультант магазина Максим. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. На что в первую очередь нужно обратить внимание при выборе искусственной елки? Я хотел бы обратить внимание, самое главное, людей, которые вот есть аллергия. Я бы хотел вот предложить вот такую елку, которая гипоаллергенная, которая, допустим, она не выделяет токсичные вещества. Фирма Триумф, производитель Голландия. А если есть у вас маленькие дети там, да, или животные, которые вот любят на елку там прыгать, там, скакать, там, баловаться, вот даже вот обращу внимание, то, что вот так когда делаете, ребенок и животное не поранится. Она не осыпается. У этой елки у нее гарантия идет от 10 лет. Получается, здесь вот два вида материала. Это идет ПВХ и идет, получается, лескообразная. Вот. Смешанные. Да, смешанный называется, да. Ассортимент искусственных новогодних елок отличается большим многообразием. Самые дешевые искусственные елки делают из пленки ПВХ. Это самый распространенный и бюджетный вариант. Схожа с натуральной и в меру пушистая. Ее иголки плоские и мягкие на ощупь. Однако у ПВХ есть серьезные недостатки. Такая елка хорошо выглядит только первые несколько лет. С годами начинает сваливаться, а также легко воспламеняется. И при горении выделяет токсичный яд. Ель из лески гораздо безопаснее и долговечнее, но стоит дороже. Такое дерево пушистое. Его иголки направлены в разные стороны. Слегка колючий, но выглядит она не совсем натурально. Самые красивые и реалистичные елки с резиновой хвоей. Ее изготавливают методом литья. Она мягкая и приятная на ощупь. К тому же больше остальных похожа на живую. Также популярность набирают искусственные елки из разных видов хвои. Их называют смешанными. Что интересно в этой елке, здесь идет специальный обжиг, который идет эффект, дает, как будто бы она светится. Даже вот посмотрите, да, пожалуйста, вот это прямо видно вот так. Также она легкая в сборке. Каждая ветка указана по цветовой гамме. Здесь вот видите, вот, допустим, вот я вот одну снял, потом вторую. Здесь вот она, здесь белая, здесь вот видите. Очень удобно. Качественные ели изготавливают из огнеупорных материалов с добавлением веществ, препятствующих возгоранию. На упаковке должна быть указана соответствующая информация. Самые безопасные елки, это считаются литые. Они не воспламеняются, они плавятся. При покупке елки вы должны почувствовать, идет ли от нее запах, там какой-то токсичный запах химии, да, какой-то. Не постесняйтесь испытать новогоднюю красавицу на прочность. Аккуратно подергайте за иголочки. Они не должны деформироваться и осыпаться. Переплет елки. У некоторых, у некачественных елок, переплет идет плохой, не закручена сильно. А у качественных елок она идет прямо полностью закручена. Также здесь идет двойная. Видите, вот коричневая, и как будто бы она более естественно выглядит. А у некачественных елок, получается, идет переплет плохой. Во-первых, елка осыпается и выглядит уже некачественно. Обратите внимание на опору. Она должна быть стойкой к механическим нагрузкам, чтобы выдержать вес наряженного дерева. Для ели небольших размеров подойдет и пластиковое основание. Пусть выбранная вами елка будет не только красивой, но и безопасной. И прослужит долгие годы. А вот полярники в Антарктиде засняли новорожденных пингвинят. Полярник станции «Академик» Вернадский выложил в Фейсбуке видео с пингвинятами, которые родились буквально несколько дней назад. Это первые пингвины в 2021 году, которые родились на острове, где расположена станция. Сейчас на острове гнездятся около 3700 субантарктических пингвинов. Пингвины начали откладывать яйца в начале ноября, поэтому малыши появились раньше обычного. На протяжении первого месяца малыши останутся в гнезде. Там их будут кормить и охранять родители. Когда они подрастут, когда им исполнится месяц, они начнут выходить из гнезда и научатся плавать в океане, а также добывать себе еду. Полина, ты не знаешь, вот наступающий 2022 год, это год тигра, но какого именно, черного или голубого водяного тигра? Ну, если, допустим, думать логически, рассуждать, это год водяного тигра. Стихия воды – это у нас цвет голубой, бирюзовый. Значит, я думаю, голубой тигр
водяной, но при этом в некоторых источниках пишут, что это и, опять же, и черного тигра. Так что тут, я думаю, оба варианта правы. Останемся на том, что просто год тигра. Да, ну что, кстати, мне хотелось всегда узнать про также тигра, который обитает у нас в Хангаласском улусе, в самом северном зоопарке Орто-Дайду. И мне всегда хотелось узнать, как его зовут, сколько ему лет. Я думаю, сейчас многие из вас узнают новую интересную информацию. Поможет нам в этом Виолетта Засимова. Вот с таким громогласным рыком тигрица Аня приступает к своей ежедневной трапезе. Кормят ее раз в день, но зато рацион более чем насыщенный. 10-12 килограмм мяса и красная рыба. Кстати, Анечка, как ее ласково называют сотрудники зоопарка Орто-Дайду, питается исключительно красной рыбой. Белая ее не устраивает. Как чир и омуль, да, или рябушка, там, скажем, да, наши вот виды рыб, она совершенно не любит. Вот как-то мы экспериментировали, пробовали давать ей, но ей совершенно не понравилось, она не притронулась ни к целой рыбе, ни к чищенной, да. То есть вот организм тигра устроен так, что вот именно вы знаете, что они у себя в ареале обитания именно ловят вот такие лососевые, да, рыбы. Вот, поэтому она, конечно, именно красных, вот так вот, с красным оттенком рыбы, типа киты, да. Поэтому мы ей тоже даем вот такую рыбу, вот, и она с удовольствием ее поедает, а белую нет. Аня приехала в суровую Якутию из Красноярского зоопарка в 2009 году в 5-месячном возрасте. Малышка долго проходила адаптацию и не сразу показалась посетителям во всей красе. Прибыла в зоопарк Орто-Дайду по договоренности, и таким образом в зоопарке обмениваются животными, и также прибыла Анечка к нам. Вот. И она была тогда совершенно маленькой, и на новую обстановку она, конечно, была реакция такая, что ее вот посетители мало видели, да, вот говорили, что где же тигр. Сейчас же наоборот, Аня охотно передвигается по своему вольеру, особенно она активна вечером и ранним утром. Ну вот, кстати, зимой ее, наверное, даже чаще можно увидеть в открытом вольере, чем в укрытии. Почему-то зимой она вот любит на улице находиться, нежели в жару нашу, да, вот якутская жара, якутское лето очень жаркое, конечно. Вот она предпочитает в самые жаркие часы находиться в укрытии. Имя Аня тигрице присвоили сотрудники Красноярского зоопарка, потому что рисунок вокруг ее глаз напоминает цветок Анютины глазки. Характер у нее, как у всех кошек, можно сказать, своенравный. Вот. Они делают так, как им хочется, и поэтому, можно сказать, с одной стороны, она и спокойная, но с другой стороны, она всегда дает знать, что вот это ее территория, когда даже зоологи заходят убирать, вот, да, ей не нравится, что нарушает территорию, скажем, вольер заходит ее. Вот, поэтому, да, конечно, тигры, они такие, хранят свой участок. Занимательный факт. В якутском зоопарке Аня появилась 12 лет назад, то есть тоже накануне года тигра, как и сейчас. На Новый год полосатой большой кошке готовят сюрприз, но пока думают, какой именно – угощение или новые игрушки. В любом случае, без внимания она не останется. Ну, конечно, мы думаем над тем, как побаловать Аню, потому что все-таки Новый год у нас наступает год тигра. Вот, и мы думаем, что все-таки это будет хороший год. Говорят, год тигра несет перемены нам. Думаем, что он принесет хорошие перемены во всех отношениях, и здоровье хорошее, и в общем, в жизни каждого человека будут перемены к лучшему. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Сергей Михидов, который расскажет о новостях республики, а также за ее пределами.
Якутия, доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Добычу мамонтовой фауны планируют легализовать. Данный вопрос обсуждают парламентарии Якутии. По их словам, сегодня останки доисторических животных, которые ранее можно было обнаружить на поверхности земли, закончились. Многие охотники за бивнями мамонта начали рыть земли, использовать мотопомпы для их добычи, что не является законным способом. По словам народных депутатов, инициаторов проекта закона, мамонтовую фауну необходимо отнести к полезным ископаемым, чтобы разрешить их добычу путем вспашки земли. Это даст возможность защитить экологию и регулировать спорные вопросы. В Якутии испокон веков идет добыча, и законодатель разрешил на данный момент только попутный сбор. А на самом деле недропользователи и предопользователи, лицензиаты, которые начали добывать мамонтовую кость, уже начали осваивать недра. То есть идет подземная добыча мамонтовой кости, при этом законодательно это не отрегулировано. В связи с чем парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон о недрах, чтобы места добычи мамонтовой кости, а именно под землей, были отнесены к недрам местного значения, чтобы лицензировать и наладить в правовом русле этот процесс. Более 200 школ Якутии нуждаются в капитальном ремонте. Из них 58 объектов образования в следующем году модернизируют и отремонтируют. Работы проведут на средства федеральных субсидий. Отметим, что в этом году стартовала программа капитального ремонта образовательных учреждений. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно будут выделять 66 миллиардов рублей. В следующем году по всей стране отремонтируют около 1500 образовательных учреждений. Федеральную программу попасть было сложно. На самом деле во многих субъектах сократили. А наш субъект благодаря работе, проделанной и главой муниципальных образований, и Министерством образования и науки, и, конечно же, при поддержке нашего главы Айсена Сергеевича Николаева, все вошли 100%. И общая стоимость 2 миллиарда 800. Туда входит и приобретение, оснащение школ от 3 до 9 миллионов будет. Это зависит от объема школы, от объема объекта и количества обучающихся. Спасибо большое. Мы продолжаем и желаем всем доброго утра, всем, кто к нам присоединился и начинает вместе с нами этот новый день. У нас в гостях Татьяна Николаевна Пяткина, заместитель министра внешних связей Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Николаевна, в следующем году ваше министерство отметит 30-летие со дня образования в нашей Якутии. Какие мероприятия у вас запланированы? В 2022 году наша республика отметит большое событие. Это столетие со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, празднование которого станет для всех наших жителей крупным национальным, политическим и культурным событием. Отрадно, что в этот знаковый для всех год наше Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия отметит 30-летие со дня образования государственного органа. Сегодня необходимо вспомнить первого министра внешних связей Республики Саха-Якутия Артамонова Виталия Петровича. Большая работа, масштабная работа была проделана нашими коллегами, и сегодня, конечно же, задача стоит перед нами сохранить те традиции, которые это долгое время были созданы, да? И наша задача, конечно, развивать международные, межрегиональные связи. И также отмечу, что с 2018 года наше министерство выполняет полномочия по реализации государственной национальной политики. Это тоже очень важное направление, и предстоит очень многое сделать. Да, как вы уже сказали, мы готовимся к этому мероприятию под чутким руководством нашего министра Кириллина Гаврила Витальевича. Разработан план мероприятий. И, конечно же, это проведение круглых столов. Одна из тем – это народная дипломатия вчера и сегодня, а также проведение различных международных конференций с участием Министерства иностранных дел. Поэтому мы основательно готовимся. И необходимо также остановиться на добрых делах.
Дело в том, что мы запустили 4 ноября, в День народного единства, такую акцию, как «30 добрых дел». Вот что это такое за акция? Можно узнать о ней поподробнее? Да, конечно. Мы придерживаемся такого принципа, что миром правит добро. Да, и поэтому мы, конечно же, разработали для себя 30 добрых дел, привлекли к этой акции не только сотрудников нашего министерства, но и сотрудников подведомственных учреждений, а также наших общественников. У нас очень много национально-культурных объединений. Ну и, конечно же, не обошлось без религиозных организаций. Да, они всегда очень активно принимают участие. Уже многое сделано. Да? 30 добрых дел, они будут какие-то рандомные или просто общий итог должен быть количество 30? Или они прям по пунктам расписаны? Вы знаете, я думаю, что их будет намного больше. И я так полагаю, потому что мы планируем пригласить к участию наших телезрителей, жителей нашей республики. Я вот остановлюсь, пожалуй, да, назову пару акций, которые мы уже провели. Значит, одна из таких достаточно интересных акций, мы привлекли студентов АГАТУ, иностранных студентов, которых посвятили в члены молодежной ассамблеи народов Якутии. И решили сделать такое доброе дело. Мы им подарили варежки в день вступления в нашу молодежную ассамблею. То есть мы поделились теплом своей души. Да, опять же, символично. Конечно. Они, да, очень оценили это и вступили в ряды молодежной ассамблеи народов Якутии. Эта акция будет продолжена обязательно, конечно. Ну и, несомненно, мы не обходим детей. Да? Мы участвуем в благотворительной акции «Елка добра». Ассоциация «Подросток» ежегодно проводит акцию «Письмо Деду Морозу». Это помощь, значит, детям из многодетных, малоимущих, малообеспеченных семей, да? Опекунских семей. Поэтому каждый год наше министерство принимает активное участие в этой акции. Конечно же, мы не оставим без внимания ветеранов нашей деятельности, да, обязательно их поблагодарим за их большой вклад в развитие нашей отрасли. Ну и много других, это донорство, да, их можно перечислять бесконечно, поэтому приглашаю всех к активному участию. Спасибо. В полномочия министерства также входит реализация национальной политики республики. Сегодня вы курируете данное направление. Можете рассказать про некоторые приоритеты? Да, конечно. Ну, наша республика, она многонациональная. 129 национальностей у нас проживает в мире и согласии. И, конечно же, все народы, они уникальны по-своему. И наша задача сохранить вот этот межконфессиональный, межнациональный мир в нашей республике. А вообще все достижения нашей республики – это заслуга нашего многонационального народа. Мы очень этим гордимся, восхищаемся. Национальное культурное объединение приносит нам большие победы на международном и всероссийском уровнях. Да? О нашей республике знают далеко за пределами. Вот. И хочется также сказать, что большая работа проводится и с религиозными организациями в этом плане. Мы работаем с иностранными гражданами, а то, о чем я говорила, это адаптация и интеграция их в республике Саха-Якутия. Ключевая роль принадлежит Дому дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Вы все знаете, это единственное учреждение в республике Саха-Якутия, не так много их по России, которое занимается укреплением межнационального мира и согласия. Очень много некоммерческих организаций, более 300, которые занимаются вот именно в нашей сфере. Вот. И хочется еще отметить, что вот буквально недавно, вы, наверное, слышали, состоялась Всероссийская премия «Гордость наций», и у нас есть 2 победителя. Да? Большая гордость для нашей республики, и мы не намерены останавливаться на достигнутом, конечно, будем развиваться и стараться, чтобы о нашей республике узнали. Татьяна Николаевна, да, мы вас благодарим за очень интересную информацию и, конечно, желаем, чтобы все юбилейные мероприятия прошли на высоком уровне, как всегда. Благодарю вас. Ну и большое, и будем надеяться, что мы и дальше продолжим вот так вот вместе жить, все в мире и согласии.
Ну что, друзья, мы продолжаем. Сейчас у нас пришли несколько поздравлений на наш WhatsApp номер. Первое поздравление у нас из города Мирного. И поздравляет с наступающим Новым годом всех своих родственников, Нигнюровых, Постниковых, Суворовых, а также всем, кто живет в мае. Отправитель говорит, что его бабушка всю жизнь проработала в этом поселке и многих приняла на свои руки, так как она работала акушеркой, и многие ее знают. Поздравления отправил Неустроев Руслан Николаевич и желает всем добра. Очень теплые, добрые пожелания в это утро. Кстати, Руслан, у меня к тебе такой вопрос. Как автовладелец со стажем, знаешь ли ты или задумывался ли ты когда-нибудь об истории создания логотипов тех или иных марок автомобилей? Но учитывая то, что это очень большие бренды, я думаю, что за каждым таится некая история. Ну, например, я знаю, что Mercedes со своей трехконечной звездой это обозначало то, что они хотели или хотят установить господство в трех направлениях. Это море, воздух и земля. А помнишь ли ты, что изображено на автомобиле «Шкода»? Так, по-моему, что-то такое похоже на птицу. То ли голова птицы? Стрела с пяти перьями, такая интересная. На самом деле очень интересная история у создания этого бренда, потому что изначально по первоначальной задумке это было изображение индейца. И как многие подчеркивают, что индейцы – это символ стойкости характера, духовной силы, связи с предками, тайных знаний и мудрости. Это был некий символ мудрости. И, что примечательно, 15 декабря 1923 года как раз-таки и был зарегистрирован этот товарный знак автомобильной марки «Шкода». Ну а какие еще даты и события, связанные с сегодняшним днем? Давайте посмотрим далее. На календаре 15 декабря. Сегодня отмечают Международный день чая, День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, День радиотехнических войск ВКС РФ. По народному календарю этот праздник посвящен памяти ветхозаветного пророка Аввакума. В старину в этот день было принято читать заговоры от бессонницы. Люди проводили обряды, которые должны были отпугивать ночниц, нечистую силу, которая по ночам пугала детей. Молодые девушки в этот вечер собирались на посиделки. Они веселились и занимались рукоделием. Обильный снег в этот день предвещает изобилие травы и удачный сенокос. В этот день Екатерина Алексеевна была коронована в Москве и стала императрицей Всероссийской с именем Екатерина II. В Санкт-Петербурге основан Пушкинский дом, научное учреждение в системе РАН и одно из старейших литературных музеев России. Здесь хранятся самое богатое собрание документальных и художественных материалов, связанных с историей русской литературы. Зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы «Шкода». День образования Организации ООН по охране окружающей среды. В этот день родились Генри Чарльз Керри, американский экономист, Янош Бояи, венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии, Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель, Антуан Анри Беккерель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат, Аки Сейфорд, шведский конькобежец, олимпийский чемпион, рекордсмен мира. Дон Джонсон, американский актер и певец. Андрей Разбаш, российский телеведущий, режиссер, продюсер. Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Мира, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор. Несмотря на то, что зимой у нас появляются новые забавы, катание на санях, украшения елки, можно играть в снежки, зачастую зима – это все-таки суровое время года. И у многих отмечаются перепады настроения, постоянная усталость, хроническая, переходящая, какая-то сонливость. И, кстати, многие связывают это с тем, что как раз-таки по зиме нам не хватает того самого витамина D.
Ну а второе название это еще витамина D, это витамин солнца. То есть в летний период мы его получаем достаточно хорошо, если много времени проводим на солнце. Ну а как же быть зимой, когда солнца практически нет, особенно в нашем регионе? Но я думаю, что для многих не секрет, что можно пополнять запас витаминов и другими способами. А какими именно, давайте послушаем нашего доктора. Доброе утро! Сегодня я вам расскажу про очень важный витамин. Это витамин D. Как мы все знаем, витамин D – это витамин солнца. Его мы получаем от солнца, когда мы гуляем на улице, когда мы купаемся. Конечно, это в нашем северном крае, это, конечно же, летний период. Но, как мы все помним, прошлое лето на нас произвело большое впечатление, что у нас не было солнца. Поэтому выработка витамина D3 в нашем организме намного снизилась. Поэтому каждый человек, который живет на территории Российской Федерации, тем более, который проживает на территории Якутии, должен в ежедневном рационе потреблять витамин D3. Его мы можем найти в рыбе, в растительных маслах, растительных продуктах, в овощах, некоторых фруктах. Но самое важное, чтобы каждый человек получал дополнительную дозу витамина D3 в виде вот таких вот специальных препаратов, которые продаются в каждой аптеке. Дозы, они всем известны, они известны вашим докторам. Педиатры, терапевты всегда рекомендуют определенные дозы витамина D3. Так что будьте здоровы, принимайте витамин D3 и не болейте. Доброе утро, друзья, всем, кто начинает свой день вместе с нами, тем, кто просыпается вместе с нами и тем, кто только присоединился. Друзья, мы напоминаем, что это программа «Утро Якутии». Мы работаем в прямом эфире. И по номеру нашего WhatsApp вы всегда можете давать обратную связь, рассказывать о планах своих на эти выходные, на этот Новый год, ну а также поздравлять своих родных и близких. И очередное поздравление хотелось бы сейчас зачитать. Поздравляет свою вторую половинку Ивко Елену Николаевну, поселок Солнечный Усть-Майского района. Поздравление с днем рождения. Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой. Константин отправил такое замечательное поздравление. Действительно, очень хорошее сообщение, и такое пожелание может написать именно человек, который действительно любит. Ну а мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям и двигаемся далее. Мы продолжаем рассказывать о выдающихся деятелях науки нашей республики, которые внесли огромный вклад в российскую науку. И сегодня мы хотим познакомить вас с советским ученым, доктором ветеринарных наук, профессором Семеном Иннокентьевичем Исаковым. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о выдающемся деятеле науки в Якутии, о Семене Иннокентьевиче Исакове. Семен Иннокентьевич Исаков родился в 1925 году в селе Буяга Ауданского района. Семен Иннокентьевич в 7 лет остался сиротой и уже воспитывался приятелем собственного отца, его звали Кюстя Костюкин, который отдал его в интернат, где он учился достаточно хорошо. Он в 1943 году уходит добровольцем в Красную армию, в которой он прослужил до 1950 года. После демобилизации, то есть спустя 7 лет после службы, в 1950 году он избирается председателем колхоза «Правда». И в это время, за время его руководства колхозом, он смог добиться выдающихся показателей по сбору того же самого картофеля, вообще по урожайности, по растениям. Смог победить многие заболевания, то есть у него были уже основы, скажем так, ветеринарных
навыков и знаний. Еще студентом ЕГУ Семен Иннокентьевич Исаков начал заниматься научной деятельностью. Работая главным ветеринарным врачом Усть-Майского района в 1973 году, он первым из числа ветеринарных врачей республики без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы эпизоотологии основных стронгелиотозов табунных лошадей Якутии и терапия при этих гельминтозах». А в 1975 году он стал научным сотрудником Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства и начал углубленно заниматься исследованием особо опасных болезней человека и животных. Начиная с 1989 года Семен Иннокентьевич уже выполнял различные программы государственные, которые принимались на уровне правительства республики. Благодаря этим программам в республике значительно сократилось заболевание животных, в частности, тем же самым эхинококкозом. В начале нулевых годов он участвовал в различных международных научных мероприятиях. В частности, он участвовал в работе научной конференции в городе Алмате, где итоги его исследований по достоинству были оценены международным сообществом. Кроме того, он, начиная с 70-х годов, непрерывно работал в преподавательской деятельности, то есть мы говорим сначала о работе в составе сельскохозяйственного факультета ЕГУ, а затем уже в Якутской государственной сельскохозяйственной академии. И можно сказать то, что Семен Иннокентьевич является тем человеком, который именно внес огромный вклад в избавление республики от многих заболеваний, лечение этих заболеваний. И его можно охарактеризовать как человека, который совершил как научный подвиг, как ученый, и военный подвиг, как ветеран Великой Отечественной войны. Условный минимальный набор для празднования Нового года, состоящий из искусственной ели, новогодних елочных игрушек, елочных шаров, звезды, мишуры, также мандаринов и бутылочки шампанского, в ноябре подорожал на 19%. По данным аналитического ресурса Check-Index, стоимость такого набора составила почти 5000 рублей. При этом выросли и цены каждого товара в составе набора. Также отмечено, что в прошлом году из-за ковидных ограничений и отсутствия снега россияне неактивно готовились к встрече Нового года и делали меньше покупок. Ну, это что касается Центральной России. У них действительно в прошлом году была очень теплая зима, что им не хватало как раз-таки снега для вот этой вот новогодней атмосферы. Ну, а мы, якутяне, мы к снегу привыкшие. У нас был и снег, и морозы, и зима самая настоящая. Ну и, друзья, самое приятное здесь, конечно же, не только получать, но и дарить подарки. И от упаковки тоже очень многое зависит. И вот гости нашей студии нам расскажут сегодня, как красиво и оригинально упаковать подарки для своих родных и близких. Тая Ширикова. Доброе утро. Доброе утро. Ну да, в преддверии праздников я хочу показать вам очень простой способ упаковки подарков. Особенно это касается Нового года, но также можно использовать это на любой праздник. Нам потребуется обычный цветной картон, который продается в детских магазинах, либо магазинах канцелярии, ножницы, клей и любой декор, который есть у любой хозяйки. Это может быть пуговицы, бантики, кусочки кружев, в общем, разная приятная цветная мелочь. Вы знаете, вот такие коробочки, они, во-первых, небольшого размера, но они выглядят очень так презентабельно. То есть можно подготовить подарки и для коллег, и для друзей, а также можно в классе, допустим, каждому ученику подарить, если кто-то хочет отметить, или учителям. И даже на свадьбу такие бомбардирки дарят гостям. Красиво То есть можно... Да, давайте мы, наверное, универсальный, покажем, как. Можно делать любого размера. Это зависит от того, какой у вас подарок и какой у вас картон. У нас маленькие, мы будем делать маленькие коробочки. А можно попробовать вместе с вами? Да, конечно. Это будет даже интереснее. Вот украшение, именно изготовление упаковки подарочной, это для вас хобби или это ваше призвание? Это хобби, наверное. Это можно сделать, привлекать детей. Это можно за приятными посиделками с подружками делать. Это все делается очень легко и просто. Что мы делаем вначале? Складываем пополам, да? Да, мы делаем маленькие коробочки, поэтому нам понадобятся ножницы. Мы будем их делать меньше. А какие у вас дома
традиции, может быть, есть? Может быть, вы каждый год готовите какой-то адвент-календарь или вот что-то новое привносите? Каждый год я делаю елочные украшения. Я прям поклонник винтажа, это прям... То есть все своими руками? Все своими руками. Шарики, птички, различные подвески, флажки. А как тематику выбираете? По настроению. Я вообще сторонник классического светского Нового года, поэтому как бы все как обычно. Шарики, бантики. И изображения на них тоже Что наши. мы сейчас делаем? То есть вот как раз-таки вот половинка вот этого А4 у Да, нас и это пойдет вот в наш упаковку. размер нашей коробочки. Ее еще раз нужно, да, сложить? Надо было не пополам, а чуть-чуть... Да, оставить хвостик. Я это не озвучила. Так. Ну, я же могу сложить и оставить Да, вот эти да. вот. Так, давайте я второй. Друзья, смотрите, то есть... Мы складываем, оставляя небольшое место для следующего. Буквально 1 сантиметр. Мгм. Хорошо. Снова мы И складываем. мы его тоже складываем. Что вот. касается вот этого угла края, его хорошенько надо Хорошенько, пригнать да. или наоборот оставить Все, округлым? все обтекаемым? плотно сгибаем. Дальше что у нас получается? Да, Вот мы сгибаем верхнее свободный закрыли, край. Да, это вот у нас будет шовчик. и у нас получился вот такой конвертик, да? Так. Я, когда делала первую коробку, я ее просто купила и разобрала. Это вот у меня такая... Да. Зачем Здорово. покупать дорогие мастер-классы, зачем покупать упаковку? Я купила одну, разобрала, посмотрела, как она устроена и повторила. Мгм. Вот. Что мы делаем дальше? У меня, поскольку есть шаблон, можно его использовать. Мы будем Но использовать ваш поскольку, шаблон. если его нет, то можно использовать тарелку, либо любую какую-то окружность. И рисуем по ней вот нашу окантовку. Это для того, чтобы у нас были округлые. Да. Я даже криво так разрезала, но это с непривычки, наверное. А вы мне пока дайте ножницы. Пока Так, рисую. пожалуйста. Оба края так сделать? Да, оба края. А вот что можно такого положить интересного? Во-первых, чтобы это было и бюджетно, ну и человеку было приятно. Обычно это бывают сладости, это может быть какая-то бижутерия, это может быть даже тот же самый адвент-календарь, много-много конвертиков, и туда положить всякие маленькие штучки. А вот сейчас еще приятные. популярно вот именно из бисера разные украшения. Можно же что-то, Можно, да. браслетики Вот. своим подружкам сделать. Да. Вы еще и браслеты Да, делаете. я делаю браслеты, я делаю часы, это мое вот хобби. Ну вот, мы потом еще оформим эту коробочку, будет очень достойно. Ну, скорее вот... Действительно, это очень красиво. Вот это очень хорошая традиция, да, то есть делать игрушки, новогодние украшения своими руками, всей семьей. Вот, но сейчас, конечно, большой выбор огромный есть и, как бы, как сказать, в магазинах, я думаю, что немногие, да, так делают. Но, как думаете, есть большая, наверное, есть разница между вот новогодним настроением, которое с покупными игрушками? Конечно. И, допустим, Вы, во-первых, сделанные своими руками? вещи, которые сделаны своими руками, они неповторимые. Вы такие вещи просто не найдете. И вкладывая душу, ну, это же гораздо приятнее, когда ты понимаешь, что человек о тебе думал, когда он получает этот Ну, подарок. смотрите, вкладывать душу – это очень хорошо, но, опять же, то есть вы первый Новый год душу вложили, а на следующий год вы захотели вложить в душу в другое оформление той же самой елки. А почему нет? Кстати, а Для старые этого же игрушки есть. Да, прошлогодние тоже Они используете? хранятся. Излишки у вас не Да. бывает? Нет. Потом? Излишки, если бывают, то я их раздариваю. Ну, на следующий Новый год. Как бы. Они, наоборот, ценность приобретают, потому что они пожили Хорошо. немножко. Давайте, я так понимаю, нам Да. сейчас нужно будет скрепить этот край. Нет, сейчас мы не скрепляем, сейчас мы делаем очень интересную деталь и очень важную. Давайте тогда мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и снова вернемся к нашим телезрителям. Ну и повторим, что мы уже сделали. А вы, если хотите зафиксировать все это, записывайте, приготовьте с собой рядом блокнот и ручку. Сер қаллан селбәр ийлері, көз түбет сүді күз кеберінне. Аңнабыт қаражай абағыта, өбіге сүді күйіттен өсті. Сергей Зверев кыл ола атынан үнкі театра, ақсынне 16 күнігер кеһә алты аңар частан қалжайы этнобалет премьератыгар үңірар. Музыка аптара Егор Федотов, либретта аптара Костас Марсан, туроратчы хореограф Далана Федотова, туроратчы художник Екатерина Шапошникова, туроратчы дирижер Николай Петров. Ытыллар сире өксүкүллах өлөксөй атынан народтар доғырдығыларынде. Поспешите подготовить свой дом к Новому году вместе с Ростор.
Вноси коммунальные платежи за декабрь, январь, февраль 2022 года сейчас и участвуй в розыгрыше призов от Коммунтеплосбыта. Уже 29 декабря мы разыграем ценные призы и сертификаты от магазинов. А главный приз – скидка на оплату коммунальных услуг в размере 22% на весь 2022 год. ГУП ЖКХ. Не копи долги, копи положительные эмоции. Ценокос магазина саңа жылдырга бары-бары табар. Асты кутуяр таңас көжүстәк бытовой химия, оғылырға оңюр делея. Эхет комос араға. Ценокос устук дердебилге барыста қоруй. Керет өстүләк, чепчеге сыналак, мебель эгелгете, алим мебельге. Саңа жыллага чепчетиге тетейин. Магазин «Столы плюс стулья» поздравляет всех жителей Якутии с наступающим Новым годом. В Новый год с новым столом. Скидки от 5 до 13%. Доброе утро всем, кто встречает это утро с нами. Сегодня мы решили сделать наш эфир полезным и рассказываем вместе с нашей гостьей о том, как красиво можно оформить подарки. Ну и вначале мы уже сделали, то есть мы взяли формата А4 красивого такое бумагу, очень плотную, разрезали ее напополам и потом сложили вот такой книжечкой, и у нас получилось что-то подобие вот такого вот кошелечка. Да, во время паузы Тая уже наклеила двусторонний скотч. Да, и сейчас свободный край, чтобы мы потом могли его прижать. Да, можно уже прижимать. Да, но есть одна очень важная деталь, про которую нельзя забывать. Это наши сгибы. Чтобы у нас вот так вот легко складывалась коробочка, нам нужно с обратной стороны сделать насечки. То есть острым предметом мы проводим контур нашего полукруга, по которому потом у нас будет сгибаться коробочка. Да, это такой хитрый ход, потому что картон плотный. А, нет, я не поняла. А, нет, я поняла снова. Ну, все, снимаем, приклеиваем на скотч свободный край. Так, мы делаем насечки со всех 4 сторон. Да. Так, Тая уже приклеила Я уже приклеила скотчем. двусторонний скотч, у нас получилось вот так вот. И затем? И затем уже складываем по месту нашего рисунка. Что-то мне подсказывает, что у меня с непривычки это будет очень криво. Так, а Ничего страшного, мы потом все это задекорируем, и будет незаметно. А, ну вот, как хорошо. А что еще вот можно сделать? Все, Magic. Коробочка. Готово. Готово. Ой, И теперь мы достаем наши волшебные различные штучки, кружева, пуговички, бантики, какие-то цветочки. Просто их наклеиваем на клей. То есть там... Здесь уже полет фантазии, может быть. У меня очень много всяких штук. Поэтому можно сделать абсолютно Ну, здорово. неповтор- Опять же, вот это оформление тоже можно сделать самостоятельно. неповторимый, да, все что угодно. И пуговицы, и кружева, и какие-то вот у меня цветочки есть. Кстати, вот у меня идея появилась. Можно сделать из доступных материалов, Абсолютно. продуктов, вот это оформление. Допустим, перевязать такой бечевкой, веревкой, и что-то там привязать вроде палочек корицы, бадьяна. Да, да. Ой. Либо можно использовать трафарет. Как Вот ей какой-то красиво рисунок. Можно придумала положить всё. пакетик чая туда. Пакетик с чаем, да. Нет, можно положить туда печеньки и пакетик чая. Очень такой хороший подарок, презент Кстати, для мы делили коллег. будет. формат А4 пополам, а если вот, допустим, из самого формата А4 тоже, то есть получается... Уже побольше коробочка, станет. да. Единственное, что мы должны учесть, что чем круглее наша вот эта окружность, тем пухлее получится наша коробочка. Это тоже надо учитывать. То есть не обязательно. Трафарет, он может быть, в принципе, и... Да, может быть очень выпуклым, тогда она будет прям как тубус. И можно что-нибудь объемное положить. В общем, здесь это уже на вашу фантазию. Ну, видимо, мы будем уже это завершать по окончанию нашего эфира, потому что не хотелось бы показывать, откуда у меня ручки растут и как это все Но будет все это выглядеть. исправляется декором. Вы смотрите, какой... Кстати, да. Замечательно, да, Давайте друзья, вам в общем, покажем, кстати. берите на вооружение, Так, это все вот. очень красиво. Можно попробовать с таким бантиком, цветовая гамма Он пока еще действительно не приклеен. разнообразная. Так, Наоборот.
А, наоборот, Это, точно. да, это вниз должно быть. Вот. Так вот. Очень красиво, кстати. Так, там половину моей Еще руки. Вот. вот так вот держи. И как раз очень... Ну-ка ты с маникюром покажи. Да, у меня маникюр в цвет коробочки. туда, Вот, четвертую. все. Вот. Вот видите, еще можно камушек в цвет выбрать коробочки, можно как-то индивидуально. Можно, допустим, если каждый год вы делаете игрушки, у вас наверняка остались те же самые бусы от елки, которые также можно У использовать. меня безотходное производство, в ход идет вообще все. Спасибо вам большое за такое интересное и полезное утро, что вы к нам пришли и действительно поделились очень годными и простыми советами о том, как красиво оформлять подарки. Спасибо вам. Спасибо большое. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. В Москве завершился 11-й съезд кинематографистов России. На это традиционное мероприятие собираются режиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры со всей страны. Обсуждают главные проблемы и вызовы культурного сообщества. В этом году центральной темой стало развитие киноиндустрии в пандемию. В съезде приняла участие якутская делегация. Причем в рамках мероприятий в ряды Союза кинематографистов приняты двое наших земляков. Ни для кого не секрет, что якутское кино находится на подъеме, и картины, снятые в нашей республике, получают признание как критиков, так и зрителей. Сегодня еще знаменательный день. Сегодня еще в ряды членов Союза кинематографистов именно России сегодня добавятся еще двое. Семен Аманатов и режиссер Иван Кривогорницы. Не каждым же дают. Свои правила есть, сколько-то фильмов должен снимать, сколько-то должен быть соавтором. Якутия и Монголия планируют расширить гуманитарные и торгово-экономические связи. Глава Якутии и генеральный консул Монголии в Иркутске обсудили проекты, направленные на расширение взаимодействия между странами. Стороны договорились и дальше укреплять гуманитарные связи, а также расширить торгово-экономическое партнерство. В этом году внешний торговый оборот Якутии с Монголией увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Основную долю экспорта составляет сжиженный природный газ. Участники встречи положительно оценили обмены между университетами, научными и культурными учреждениями. Отметим, что в текущем году отмечается столетие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Якутский филиал акционерного общества «Полиметалл» встретился с администрацией Верхоянского района и представителями общественности. Озвучены итоги работы компании в районе, планы на грядущий год. «Полиметалл» присутствует на территории Якутии с 2016 года, а с 2017 активно решает многие вопросы, в том числе участвует в социально-экономическом развитии 2 районов – Верхоянского и Тампонского. Об этом рассказали на отчетной встрече. Например, «Полиметалл» ежегодно выделяет более 10 миллионов рублей Верхоянскому улусу. Благодаря такой поддержке в районе строят детские и спортивные площадки, обустраивают территории, закупают различное оборудование для школ и сельских клубов. 2017 года, если смотреть, сумма, она, конечно, больше. В целом мы, как и целенаправленно, рассматриваем ежегодно в начале года проекты, в которые мы будем, так сказать, вкладываться, помогать и вместе делать. Это и школы, и сады, и школы творчества, и все самое необходимое, которое с точки зрения администрации, с точки зрения жителей и нашей точки зрения, мы это активно обсуждаем, начинаем заниматься этими проектами. К этому часу это все новости. Коллеги, я возвращаю вам слово. Большое спасибо, Сергей, за полезную и нужную информацию. Друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и прямо сейчас к нам отправляют поздравления. Кстати, очень приятно, что в преддверии главного праздника страны у тебя еще и день рождения. И вот любимого мужа, отца Николая, поздравляем с днем рождения, желаем здоровья, чтобы сбылись все, что желаешь. Любим, обнимаем крепко, целуем, жена и дочери. С удовольствием присоединяемся к теплым поздравлениям. Ну а в Грузии зажгли огни на главной елке.
По традиции ее установили на проспекте Руставели перед зданием парламента. Посмотреть на красочную церемонию пришли тысячи туристов и жителей Тбилиси. Через несколько дней в центре Тбилиси откроется новогодняя деревня. Ее хозяин, грузинский Дед Мороз, он в пути и скоро прибудет в столицу с гор Сванетти. Шумно и празднично будет в центре Тбилиси и в новогоднюю ночь. На большой сцене выступит несколько сотен артистов. Москва, конечно. Да, не отстает. И вот я полезную информацию, кстати, узнала о том, что грузинский Дед Мороз, его зовут Товлис Бабуа, что в переводе означает «снежный дедушка». Да, но мы переносимся в Москву, где очень красивая иллюминация и просто шикарное оформление. Световые инсталляции украсили улицы Москвы. На главных пешеходных улицах и площадях Москвы включили праздничную иллюминацию. Более 4000 осветительных конструкций украсили город в преддверии Нового года. На Тверской улице появились световые арки. Поклонную гору украсил огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров. А на проспект Мира вернулась световая инсталляция полярных медведей, которую горожане прозвали «Умкой». Особую атмосферу в Москве создают главные символы праздника. Новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами. Также в Москву вернулся зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». И с 10 по 9 января, с 10 декабря по 9 января горожане могут посетить ярмарки, катки, праздничные площадки по всему городу. Какая красота. Да, Скоро а наш Новый год. Якутск тоже не отстает, друзья. Так что на эти выходные отправляйтесь на главные площади нашего города, полюбуйтесь красотой, проводите время с родными, близкими, со своими детьми, со своими семьями, а также с близкими друзьями. Ну что, новогодние праздники все ближе и ближе. Ну а мы на этой замечательной ноте с вами прощаемся. Говорим вам до свидания, до завтра.